11-12 ноября 2025 года прошел 65-й раунд Женевских переговоров. Как принято считать в Абхазии, данные переговоры якобы проходят между Тбилиси и Сухуми. Абхазскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Олег Барциц. После того, как это все завершилось, Олег Барциц вышел на улицу и взял свой телефон и озвучил такие слова. Давайте я вам сейчас их зачитаю. Делегация Республики Абхазия в полной мере донесла до внимания сопредседателей от ООН, ЕС и ОБСЕ, а также всех участников дискуссий свою твердую позицию по ситуации в области безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа. Мы еще раз подчеркнули свою приверженность к мирному плану, продвижении наших инициатив по подписанию юридического обязывающего соглашения о неприменении военной силы. По словам министра, абхазская делегация также активно участвовала в работе второй группы по гуманитарным вопросам. После этого Олег Барциц продолжает и говорит такие интересные слова. Попытки Грузии игнорировать новые реалии, сложившиеся в регионе, а именно существующих двух соседних государств Абхазия и Южная Осетия, абсолютно бесперспективны. Ну а теперь давайте по существу. Я думаю, многие понимают, что представители таких организаций, как ООН, ЕС, ОБСЕ, не будут проводить никаких дискуссий напрямую с абхазской делегацией, потому что ее просто-напросто не существует. Что происходит на самом деле? Происходит то, что это обычная пыль в глаза абхазскому населению, чтобы абхазы сегодня, которые не видят, так скажем, белого света, думали о том, что якобы Олег Барциц творит того, что в принципе нереально сделать. Формально данные переговоры называют переговорами между Грузией и Абхазией, но на деле у абхазов в Женеве нет никакой самостоятельной позиции. Абхазская делегация на сегодняшний день почему присутствует в Женеве? Потому что ее привозит туда Россия, а также сопровождает ее туда Россия. И не стоит забывать, что Абхазия является непризнанным субъектом. Мировое сообщество ее не признает. Поэтому абхазская сторона, находясь там, молчит. Она не имеет ни юридического, ни политического веса, чтобы быть полноценной стороной переговоров. Вся реальная коммуникация проходит между Россией и Грузией. Москва полностью озвучивает свои интересы под видом абхазских. А в этот момент абхазские так называемые чиновники сидят молча, как декорация. Просто создает образ того, что идет диалог между двумя равными сторонами. Следующее, что не стоит забывать, Грузия никогда не отказывалась от Абхазии. Для Грузии Абхазия – это неотъемлемая часть одного единого государства. Данную позицию поддерживают все мировые организации – ООН, ЕС, ОБСЕ. Эти организации на сегодняшний день полностью поддерживают Грузию и признают ее единую целостность, а Абхазию рассматривают как часть, которая на сегодняшний день является оккупированной. Поэтому, друзья, роль Абхазии в Женеве на сегодняшний день – это не сторона переговоров, а зависимый наблюдатель, без права голоса, которая присутствует сегодня там лишь для того, чтобы прикрывать прямое участие России в конфликте.